Добрый день. Спасибо всем, кто сегодня нас смотрит, слушает. Меня зовут Михаил Кирилюк. Я, к сожалению, уже не могу называться адвокатом по белорусскому законодательству с недавних пор. Меня лишили этой лицензии за высказывание моего мнения о политической ситуации в Беларуси. Вот. Естественно, я обжалую это решение в суде. Вот. Это к вопросу о законности. Что касается поведения на мероприятиях, тут каждый сам выбирает степень выражения своей политической позиции, степень риска, на который он готов ради этого пойти. Да? То есть сейчас тяжело комментировать, давать рекомендации белорусам с точки зрения закона, поскольку, как мы видим, действующие белорусские власти, они руководствуются скорее не законом, а политической целесообразностью. Мы видим в судебных решениях, в частности, которые публикуются, о том, что, например, несмотря на то, что герб погоня не является экстремистским символом, но ее использование производилось для демонстрации своих политических убеждений, в частности, несогласия с результатами выборов, и это говорит о проведении несанкционированного массового мероприятия. То есть, и это судебное решение выносится именем Республики Беларусь, то есть это официальная позиция. Это говорит нам о чем? То есть нам официально именем Республики Беларусь сообщают, у нас есть преследование за политические взгляды. И вот это критерий. Соответственно, тут рекомендации, которые можно дать, они скорее не из области толкования права, скорее из некого жизненного опыта. Это в первую очередь, уже есть, естественно, эти рекомендации в интернете, я только повторю самое главное, да, не брать с собой телефон. Либо, чтобы в этом телефоне не было подписок на телеграм-каналы, которые могут быть признаны экстремистскими. Либо, чтобы там не было соответствующих фотографий и информации. Да, конечно, по закону вас не имеют права требовать сказать пароль телефона или не имеют права залазить в ваш телефон без вашего разрешения, там, без постановления на обыск, осмотр. Но мы видим достаточно случаев, когда к людям даже применяется насилие, незаконное насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов. И для того, чтобы получить доступ к аппаратуре, и дела эти никак не расследуются. Вот. Соответственно, вторая рекомендация, которая вот тут может быть, брать второй телефонный аппарат, либо на котором нету ничего, кроме телефона вашей мамы, да, там, вашего близкого человека. Следующее, что можно сказать, это мое убеждение обжаловать все незаконные действия, которые производятся в отношении вас, поскольку, возможно, кто-то пытается внушить, что это бесполезно, но в любом случае ничего вечного нет, и действующая власть, она тоже в определенный момент будет сменена. И все заявления, которые сейчас незаконным образом отклоняются, впоследствии могут стать письменными доказательствами служебных преступлений людей, которые сейчас умышленно не выполняют закон по отношению к вам. Поэтому я это делаю сам и рекомендую всем, кому это возможно, все незаконные действия, которые выносятся в отношении вас, обжаловать. Вот. В отношении того еще, что сказала Ольга по закону о массовых мероприятиях, могу добавить, что, к сожалению, закон уже закрепил сложившуюся судебную практику, согласно которой признают пикетом или незаконным массовым мероприятием даже размещение
какого-то сердечка в цветах бело-червоно-белого национального белорусского флага на окне как массовым мероприятием. Но мне хотелось бы, как юристу, немножко порассуждать на эту тему. Зачем нужен закон о массовых мероприятиях, регулирование этой отрасли в принципе? Для того, чтобы массовые митинги не перекрывали жизнедеятельность города, чтобы была возможность проехать машинам милиции или скорой помощи, оказать помощь людям. Но разве каким-то образом изображение флага на окне создает препятствие движению транспорта на улице или движению людей? Никак. Оно никак не мешает городской инфраструктуре. Что мы видим из этого? Опять это преследование за выражение политической позиции. Причем это очевидно как для нас, и это очевидно для иностранных юристов. В частности, существует при Европейском Союзе такая Венецианская комиссия по продвижению демократии через законность, которая дает заключение относительно нормативных актов различных государств. Так вот, в частности, по административному кодексу Беларуси Венецианская комиссия давала очень простое заключение. Привлечение к ответственности участников мирных акций, которые не наносят ущерб имуществу, которые не бьют никого, ничего не ломают, не наносят вреда другим людям, прохожим, транспорту, является незаконным и должно быть исключено из законодательства. Что делает в ответ на данное заключение действующая власть Беларуси? Принимает закон, который ухудшает положение граждан Беларуси в данной сфере. Но, честно говоря, можно задать вопрос по-другому. А можно ли считать данный нормативный акт законом, если закон принят должен приниматься парламентом, репрезентативным органом Беларуси? Можно ли считать, что действующее национальное собрание и Совет Республики представляет интересы граждан Беларуси? Вот это серьезный вопрос для всех белорусов и для международного сообщества в том числе. Я думаю, что если бы они представляли интересы, они бы такие законы не принимали. И это очевидно, что выборы в Беларуси 1996 года не честные, несправедливые, и говорить о том, что депутаты парламента избраны, это, конечно же, абсолютно неправда, и очевидно, что эти все законы принимаются только в интересах одного человека и в интересах всей системы, чтобы нас запугать, и мы не хотели ничего делать. Но это у нас не пройдет, мы как раз-таки Конституцию очень хорошо знаем, и если уже говорить о законе о массовых мероприятиях, то он очень много раз изменялся, и была даже такая чуть либерализация, когда там, пару лет назад нам разрешили в уведомительном порядке на 6 площадках в Минске проводить мероприятия. Это, наверное, единственное такое послабление за все годы. В целом, в остальном, это были только ужесточения. И вы знаете, что для того, чтобы даже сейчас, и там предыдущий год, провести мероприятие массовое любое в Минске, необходимо было еще и в дополнение к тому, что ты должен обратиться в местный исполнительный орган, ты должен был заключить договор с милицией, со скорой помощью, с Зеленстроем, для того, чтобы они обслуживали проведение этого мероприятия. Честно скажу, это абсолютно неконституционная норма также, противоречит она и Конституции, поскольку очевидно, что при такой практике ни один гражданин не может реализовать свое право на мирное собрание, если у него нет денег, да, то есть нет возможности оплатить, соответственно, ты право реализовать не можешь. И данная обязанность, на мой взгляд, может распространяться только на организаторов массовых мероприятий, которые носят коммерческий характер и целью которых является извлечение прибыли. В остальном, данная норма постановления Совмина об оплате услуг милиции, она не соответствует Конституции и ограничивает право граждан на мирные акции и на мирное собрание. Потому что здесь стоит отметить, что мы уже из своих налогов финансируем милицию,
которая, согласно Конституции, должна гарантировать защиту граждан от любых противоправных посягательств. То есть фактически мы финансируем ее, она должна нас защищать, мы должны еще дополнительно каким-то образом оплачивать их услуги во время массовых мероприятий. Но это еще более выглядит смешно, когда мы видим, как проходят акции и как сотрудники силовых органов избивают мирных граждан, как они к ним относятся, и мы, к сожалению, стали свидетелями огромного количества людей, которые были задержаны и избиты, и свидетельств, которые были получены. Поэтому, конечно, это тоже выглядит очень, очень странно. И если говорить уже о международной практике, то в Беларуси Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах, и статья 21 этого пакта говорит о том, что право на мирное собрание не может быть ограничено. Но Беларусь почему-то считает, что она может его ограничивать и дальше. Поэтому в целом, конечно, все нормы, которые сейчас вводятся в законодательство, они противоречат и Конституции, они противоречат и международным документам, которые Беларусь подписала. И очень много, кстати, вопросов задавали по поводу, и в последнее время стали интересными пикеты на балконах. Здесь важно сказать, что массовое мероприятие, оно на то и массовое, что на него нужно получать разрешение у исполнительного органа, потому что оно проводится в общественном месте. Никаким образом ни балкон, ни моя комната не являются общественным местом, и никакого разрешения на проведение там пикетов или каких-либо мероприятий абсолютно не требуется. Я могу вывешивать там все, что угодно. Листики белые, флаг, ну, то есть ограничений именно законодательных у нас нет. У нас есть правоприменительная практика, как сказал Михаил, когда действительно эти действия, они предпринимаются только как репрессии против людей, которые свидетельствуют, да, или высказывают свой открытый протест тем событиям, которые происходят в Беларуси. Отсюда, конечно, можно уже посмотреть, да, на анализ этого закона и сказать, что правовой дефолт, он не только, он уже начинается вот с каждого из таких законов. И важно еще, что я, наверное, отметила бы по вопросу задержание, важно знать еще тоже, что административному аресту, например, не могут быть подвергнуты лица в возрасте от 14 до 18 лет, беременные женщины, инвалиды первой и второй группы, женщины и одинокие мужчины, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, также женщины, которые и лица, которые имеют на иждивении инвалидов первой группы. Часто, даже не часто, мне сложно сказать, по какой причине, наверное, своей непрофессионализма судьи выносили решения и привлекали к административной ответственности в виде ареста женщин, которые имеют несовершеннолетних детей. Наверное, коротко мы постарались поговорить про закон о массовых мероприятиях, что касается его изменений. И я соглашусь еще тоже с Михаилом, что нужно обжаловать все незаконные постановления. Это важно. Важно с точки зрения того, что вы свидетельствуете, в том числе и суду, что вы не согласны с принятым решением. Наверное, они бы очень хотели, чтобы мы вообще не защищали свои права, не выступали в их защиту, но мы должны продолжать использовать все законные способы для того, чтобы говорить о том, что закон на нашей стороне, и мы не согласны. Второй достаточно интересный законопроект, это изменение в закон о противодействии экстремизму, который был принят тоже и подписан, и одобрен Советом Республики. И несколько вопросов к нам пришли по этому закону. Один из них — это что нового в законе об экстремизме, какое наказание за это может быть. И вот тоже почему-то здесь спрашивают, ну, это, мне кажется, на этот вопрос мы уже отвечали, осужденным по 23.34, получившим штрафы, чего ожидать по следующей повестке, как теперь наказывают за рецидив. Ну, я уже говорила о том, что пока новый уголовный кодекс не вступил в силу, но согласно планируемым изменениям, после 2 административных правонарушений за данную статью возможна уголовная ответственность. Возможна уголовная ответственность, и сейчас я... Посмотрим. Закон о противодействии экстремизму, еще немножко по нему поговорим. Мне кажется, что он тоже, если говорить о нем, то это не закон, который решает проблему
или проблем вообще в принципе существует экстремизма в Беларуси, конечно же, ее не существует. Но он как раз тоже один из новых репрессивных законов, которые Могу я вступить? Да, я бы тут, наверное, коротко только сказала, что, конечно, экстремизм — это продукт, ну, если уже говорить в целом об экстремизме, это продукт разобщенности общества, которое не имеет общей идеологии, каких-то ценностей, целей. И если государство говорит, что да, нам нужен год единства, нам нужно всех объединять, то вот этими законопроектами мы видим, что никаким образом мы не приближаемся к тому, чтобы решать эту проблему. Эти все законы еще больше разъединяют общество, делают более глубоким его раскол. Мне кажется, что наверное, одним из самых важных в этом законе об экстремизме является то, что понятие экстремизм в принципе расширяется, да, в законопроекте. Если раньше экстремизм могло стать только создание организации или группы, то сейчас экстремизмом может являться и участие в экстремистском формировании, чего не было раньше, да, в законопроекте. Также финансирование экстремистской деятельности тоже одно из новых, что появилось в этом законе. Также экстремизмом могут считать распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном и военном положении Беларуси, а также правовом положении граждан Беларуси и сведений, которые дискредитируют Беларусь. Этого не было. Вот если я хочу рассказать, как же плохо живется в правовом поле в Беларуси, то фактически можно сказать, что я уже экстремист. Вот буду рассказывать вам, как же плохо, и буду признана экстремисткой. Но это было бы смешно, если бы не было так печально, что эти законы пишутся на полном серьезе в нашей стране. Также экстремизмом можно считать и оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, это тоже новое. Также совершение незаконных действий в отношении оружия, публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования. Это тоже можно расценивать как экстремизм. И достаточно интересный тоже пункт — это экстремистским материалом может стать даже портрет экстремиста. То есть если кого-то из граждан признали экстремистом, и мы будем использовать его фото или портрет, то фактически мы тоже можем быть признаны экстремистами. Это и также вот это понятие экстремистского формирования, которого не было раньше. Раньше у нас в Уголовном кодексе была предусмотрена ответственность только за создание и руководство экстремистским формированием. То есть за участие такой ответственности, как у гражданина, не было. Сейчас в связи с новыми изменениями гражданин как человек может быть привлечен к этой ответственности. И в новом Уголовном кодексе также уже фигурирует пункт, часть 3 в статью 361 прим. 1, которая тоже вводит новую ответственность за экстремизм. Но если говорить еще о том, что же вообще такое экстремизм, то это, конечно, совершение посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя или общественную безопасность. И уже пути совершения этого действия могут быть списком из 20 пунктов. То есть основное, что сейчас это грозит, не знаю, если общество бабочек, например, будет признано экстремистским формированием, то если вдруг я коллекционирую бабочки, то вот я даже не знаю, чем занимается эта организация, кроме коллекционирования бабочек, но меня можно будет признать экстремистом только за то, что я вхожу в эту организацию. Это, конечно же, абсолютно, мне кажется, правовой абсурд, потому что человек может нести ответственность за то, что он совершил какое-то преступление. То есть то, что я вошла в общество бабочек и коллекционировала бабочек, ну, никак не может считать меня преступником. Михаил? Вы согласны? Пойдем в общество бабочек. Тут сам по себе юридическая техника этого закона очень странная, поскольку тут в части определений собраны пункты из различных статей Уголовного кодекса. То есть, по сути, такие как распространение некой информации, да, то есть о состоянии Республики Беларусь, ну, что в переводе с русского на русский язык является преследованием за критику, да, то есть если я говорю, что
извините, у меня в районе плохая дорога, почините ее, мне говорят в ответ, ты экстремист, ты распространяешь дискредитирующие сведения Республики Беларусь. И это же приравнивается к неким незаконным действиям в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. То есть у нас гражданин, который критикует действующие власти, он фактически становится, по мнению действующей власти, равно террорист, да, который что-то взрывает, убивает. Осуществление террористической деятельности, следующая строчка. Да, то есть это такое написание законов, оно, к сожалению, ставит Беларусь в один ряд с очень-очень экзотическими юрисдикциями. Да? И если раньше Беларусь привлекала к себе инвестиции через создание ПВТ, сюда заходили международные компании, после принятия таких законов, ладно, после принятия, а вот после того, как если они действительно начнут действовать так, как они буквально написаны, я думаю, последствия будут весьма и весьма печальные, в первую очередь для граждан самой Беларуси. Вот, то есть, что касается, если смотреть на этот закон со стороны международной практики, опять же, можно обратиться не к моему личному мнению, да, как юриста, а ко мнению тоже Венецианской комиссии Европейского Союза, которая дает очень хорошее определение относительно того, что чрезмерно размытые формулировки создают повод для злоупотребления к власти. Да? То есть, когда статья написана таким образом, что можно привлечь к ответственности фактически за что угодно, это плохая статья, это плохой закон. Он дает возможность для слишком широкой области судейского усмотрения. Это дает возможность для злоупотребления власти. И мне кажется, это совершенно очевидно, что эта характеристика может быть применена к этому закону, когда его определение настолько широко, что любой обычный разговор, любая обычная деятельность может быть признана экстремистской. Но, опять же, если обратиться к международному опыту, стоит ли воспринимать гражданам Беларуси вот этот текст, который подписан сотней людей, которые не представляют никого, кроме себя, и президента, который в глазах цивилизованного мира перестал быть легитимным, начиная с 5 ноября, по мнению Конгресса США и Европарламента, как закон. То есть, возвращаясь к вопросу о правовом дефолте, есть ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, докладчик, который писал доклад о правовом положении в Беларуси, и он охарактеризовал это правовое положение просто, что закон здесь используется не как способ регулирования общественных отношений, а как способ удержания власти. Все, то есть закон используется просто как инструмент. То есть в данном случае есть некие лица, которые удерживают власть, и они используют этот закон не для того, чтобы решить некий общественный конфликт или разрешить спор, или улучшить правовое положение какой-то дискриминируемой группы. Просто для того, чтобы удержать власть. И на основании мнения любой приличной юрисдикции, любой международной организации, докладов которых уже написано предостаточно на всех уровнях, такие акты не могут считаться правовыми, не могут считаться законными. Вот. Это то, что можно сказать относительно вот этих нововведений. Единственное, что хотелось бы, конечно, рассчитывать на то, что люди, которые ответственны за применение этих законов, все-таки задумаются о том, что им еще жить в дальнейшей Беларуси долгие годы, и когда-нибудь все-таки за служебные преступления, если их не прекратить
придется отвечать. Тут есть еще несколько вопросов, которые сейчас тоже поступают. Кому можно обращаться, чтобы закон привели в соответствие с Конституцией? Конечно, этим вообще должны заниматься и депутаты, и Совет Министров, которые этот закон пишут. И каждому закону, который принимается Палатой представителей, Конституционный суд пишет записку о том, что да, такой закон соответствует Конституции. Очевидно, что при том, что у нас нет разделения власти, и все действуют заодно, добиться чего-то очень сложно, но согласно законодательству и депутаты Палаты представителей могут сделать такой запрос в Конституционный суд, и граждане Республики Беларусь могут обратиться в Конституционный суд с обращением об исключении пробелов и правовой неопределенности в нормативно-правовых актах. Мы сейчас вот в Координационном совете тоже готовим такое обращение, чтобы и по закону о массовых мероприятиях, и по закону об экстремизме получить, ну, может быть, отписку, но документ от Конституционного суда, который скажет, что да, эти законы соответствуют Конституции. Конечно, они не соответствуют, но такая возможность обращения есть, и мы должны тоже ей пользоваться. У кого из депутатов или чиновников можно запрашивать разъяснение по законам? На самом деле депутаты не разъясняют законопроекты, у них такого права или обязанности даже в законодательстве не предусмотрено. Некоторое время назад я обращалась и в Министерство внутренних дел за разъяснением, но эти разъяснения не будут носить сильно качественный характер, к сожалению. Но в Конституционный суд, я думаю, обратиться нужно и нам, и каждому гражданину. Я думаю, что в ближайшее время попробуем запустить кампанию, которая бы касалась как раз вот этих изменений. И в целом, конечно, мы должны все равно показывать свое несогласие с тем, что принимается, что мы не согласны с законом, что у нас есть свое видение. Несколько лет назад правозащитники разрабатывали закон о местных собраниях и пробовали его лоббировать. К сожалению, он не нашел одобрения, но мне кажется, стоит вернуться к тому, чтобы бороться за свои права, потому что так, наверное, и декрет о тунеядцах бы работал до сих пор, если бы мы не высказывали свое несогласие с тем, что происходит. И, наверное, из последних вопросов, я даже не знаю, как-то, может, даже какой-то вывод к тому, что эти законы значат. Конечно, все те законы, которые принимаются, это не только... Мы сегодня смогли чуть-чуть поговорить только по закону о массовых мероприятиях и по закону о противодействии экстремизму, но сейчас были приняты еще другие законы. Это закон об адвокатуре новый, да, это закон о СМИ, это кодекс об образовании, и я думаю, что в ближайшее время попробуем тоже поговорить еще об этих законопроектах, закон о нацизме, чтобы тоже почаще освещать то, что происходит, и готовить свои запросы, и от вас в том числе, потому что, конечно, основной движущей силой любых изменений являются люди. И чем больше людей требуют изменений, тем больше шансов, что эти изменения произойдут. Но мы точно не должны молчать и показывать свое несогласие, потому что те законы, которые принимаются, они убивают Беларусь, потому что основа успешного независимого государства – это сильное гражданское общество и возможности для развития страны. Эти законы, они ужесточают репрессии в отношении граждан, а нашу страну они лишают перспективы развития, они делают ее неконкурентоспособной, и она не может противостоять вызовам ни внутри страны, ни на внешнем секторе. В стране с такими законами нет возможности для защиты наших прав, поэтому и потенциала. И здесь, кстати, важно отметить, что его нет не только для людей, которые представляют демократические ценности, да, и пытаются их защищать, и у людей, которые являются сторонниками Лукашенко, тоже нет этих прав. Они точно такие же бесправные люди, как и мы. Сегодня права есть только у силового блока, которых наделили этим правом. Но в скором времени ситуация поменяется. Эти люди понесут ответственность за то, что они совершают преступления против своего народа. Потому что в истории так происходило всегда. Это не что-то новое. Поэтому коротко нужно, конечно, обращаться и к чиновникам, и к депутатам
требовать от них отмены этих законопроектов и принятия тех законов, которые бы как раз-таки защищали права граждан. И здесь важно сказать, что как раз-таки отмена таких законов или их непринятие – это уже диалог. Вот когда мы говорим, что эти законы принимаются, это отсутствие диалога, потому что они абсолютно не отражают ни запрос общества, ни повестку, которая есть в стране. Вот когда такие законы не будут приниматься, прекратятся репрессии, можно будет говорить о том, что власть понимает все последствия того кризиса, в том числе и правового, в который они толкают нашу страну. Михаил? Интересные вопросы. Несет ли Беларусь ответственность на международной арене за нарушение прав граждан Беларуси, нарушение международных стандартов? Беларусь как страна нет. Несут ответственность конкретные люди, в частности, Евросоюз и США, Великобритания вводят санкции в отношении этих конкретных людей, которые нарушают права граждан Беларуси. Это первое, что они могут сделать. Второе, опять же, если обращаться к тому же известному докладу ОБСЕ, там приняты, хотелось бы отметить, там приняты, указано, что есть основания для введения международного трибунала относительно преступлений против человечности по Беларуси. То есть, и это сказать, можно, что это довольно редкий случай. В истории это было всего 4 раза. 2 раза по поводу преступлений нацистов в Нюрнберге немецких, японских, по поводу геноцида в Руанде и в Югославии. И вот сейчас ОБСЕ видит основания для введения 5-го раза международного трибунала. То есть настолько в Беларуси идет жесткое нарушение прав, что мы оказались в такой кампании. То есть боится ли нынешняя власть реакции международного сообщества? Безусловно, да. Безусловно, да, иначе бы не отправляли бы чиновников ездить на переговоры, иначе бы не пытались выступать с объяснением того, что в Беларуси на самом деле все хорошо. То есть смысл же принятия вот этих законов какой? Чтобы в том числе можно было сказать на международной арене: вы знаете, у нас-то права граждан не нарушаются, просто не нарушай закон, и все с тобой будет хорошо. Но это только в логике людей, которые так мыслят, может быть, когда ты говоришь с людьми, которые общаются в рамках международного права с международными юристами или дипломатами, они в первую очередь обращают внимание на то, а правовой ли это закон. Да, то есть насколько он, во-первых, насколько он соответствует международным стандартам, во-вторых, а насколько соблюдались стандарты при проведении судебного процесса. Был ли допущен адвокат, была ли возможность выступить, принимались ли доказательства. И есть сотни и тысяч свидетельств о том, что никакие стандарты этого не соблюдаются. Поэтому, безусловно, это влияет. Следующий вопрос был: в каких случаях применяется международная юрисдикция? Я думаю, мы уже по времени заканчиваем, постараюсь коротко ответить. Применяется, когда есть свидетельство о пытках. Международная юрисдикция предусмотрена Конвенцией против пыток. Уже известно возбуждение нескольких уголовных дел по такой тематике. И эта тема сложная для возбуждения на международном уровне, но сам факт возбуждения даже нескольких дел в отношении пыток, которые велись представителями государства в Беларуси, в других странах, уже показывает серьезность отношения к этой проблеме со стороны Евросоюза и США. И, на мой взгляд, сам факт возбуждения таких дел говорит о том, что то, что происходило в Беларуси, и то, что происходит, никто это не забудет и так не оставит. Ну, я тут немножко только дополню, что мы ведем коммуникацию, Конституционный совет ведет коммуникацию с парламентариями
европейских стран, наших партнеров. Мы информируем постоянно о том, что происходит в Беларуси, о том, какие изменения происходят, о том, какие права конституционные нарушаются, для того, чтобы искать, конечно, солидарность и поддержку на международной арене, потому что это очень важно. Поверьте, тема нового закона об экстремизме, массовых мероприятиях, они знают уже огромное количество наших партнеров, и для нас это тоже важно, потому что это дает возможности и власти знать, что мы не будем молчать, что мы будем бороться и будем привлекать все доступные нам средства для того, чтобы эти изменения были на виду, чтобы они были отменены, чтобы наше законодательство в Беларуси соответствовало Конституции. Потому что там один из вопросов был, так а что же сейчас делать, такие законы? А делать что? Делать нужно то, что соблюдать Конституцию, потому что Конституция — это основной закон Беларуси, всегда говорить о том, что это мое конституционное право выходить на акции, говорить, выбирать себе президента, выбираться самому президентом, и эти права не могут быть нарушены. Мне кажется, это основа. Конституция должна стать основой, а мы должны добиться, чтобы как раз-таки правоприменительная практика в нашей стране, не тексты законов, да, а то, как это действует в реале, оно как раз-таки соответствовало Конституции. Поэтому я думаю, что такой формат мы попробуем продолжить, посмотрим еще какие-то интересные темы и законопроекты, которые принимаются, либо какие-то примеры, как это работает в других странах, и попробуем тоже с вами делиться этой информацией. Я надеюсь, что вам этот формат понравился, и мы будем стараться и дальше освещать эти важные темы для вас. Спасибо всем за внимание, хорошего всем вечера. Спасибо, до свидания.